Студенты из республики приняли участие в поисковых экспедициях в местах сражений Великой Отечественной войны. Раскопки проводились в рамках всероссийского движения «Вахта памяти». В том числе работал отряд «Отважный» из Якутии. Репортаж Анастасии Кобызевой. Клянусь, соблюдать традиции и заповеди нашего отряда. Клянусь, клянусь, клянусь. Я командир поискового отряда. Посвящаю тебя боевым штыком и боевой лопатой. Николай Чеботарев, руководитель группы «Волгоград», один из первых якутян, кого посвятили в заслуженные поисковики России. Всего же в этом году на раскопках работали 4 поисковые группы из Якутии. Они уже побывали в городах-героях Севастополь, Волгоград, Ржевск и Старая Русса. А в августе 5-я группа отправится на раскопки в Ленинградскую область, район Синявинские высоты. Мы не так просто набираем детей в эти отряды на основании конкурсов, рисунков, плакатов, сочинений, поэтому стихотворений, выступлений всяких. Поэтому, видите, едут передовые ребята, они очень активные, у них гражданская позиция очень сильная. Руководители разных поисковых групп России оценили работу якутской команды. В общем, поисковики из Якутии нашли и захоронили 26 бойцов. Из них 3 с медальонами, по которым можно установить личность солдата. Вы знаете, я никогда не думал, что так встречусь с такими людьми хорошими, верными, надежными ребятами, которые действительно как настоящие друзья. Приехать, то есть с чувством патриотизма и долга, копать и работать, скажем, за 7000 километров, приехать куда-то и, скажем, вносить это общее доброе дело, это очень-очень хорошо. Все эти предметы были найдены в Волгограде. Здесь есть серебряная ложка еще царских времен, компас или перочинный нож. Однако самой нестандартной находкой можно считать вот этот кокос, а точнее то, что от него осталось. Существует несколько версий, как он оказался в Волгограде. По одной из них немецкий солдат мог сам служить в Африке или ему могли отправить его в качестве подарка. Анастасия Кобызева, Семен Семенов, Александр Слепцов, Якутск, Волгоград, Севастополь.